Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Россия уверенно смотрит в будущее, в том числе благодаря той основе, которую дает и отечественная культура, заявил однажды президент нашей страны Владимир Путин. Многонациональность России позволила смешать в ней разные традиции и особенности населяющих ее народов, создав особый уникальный культурный код, который можно проследить во всех произведениях искусства и творчества, где прикладывают руку наши соотечественники. О том, как связаны культура Якутии и Тывы, мы поговорим сегодня с нашими гостями, режиссером Сюзанной Оржик и Сайданой Хертек, советником министра культуры Республики Тыва. Сюзанна, Сайдана, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Поздравляю вас с Днем работника культуры России. И первый вопрос, почему так вышло, что вы его в Якутии встречаете? Спасибо большое за приглашение в вашу замечательную передачу. И действительно так получилось, что мы запланировали свой приезд с проектом именно в этот период, и чему, собственно, рады, счастливы оказаться здесь, именно в День работников культуры. Мы вот только что приехали из Саха-театра, где отмечается в Якутии День работников культуры. Ну, я знаю, что для Сюзанны, по крайней мере, Саха-театр почти родное место. Сюзанна – выпускница мастерской Андрея Савича Борисова, Арктического государственного института культуры и искусств. Правильно? Да, все верно. Я здесь окончила Арктический государственный институт культуры и искусства, профессор Андрей Савич Борисов, мастерская Андрея Савича. И мои юные годы прошли здесь, в Саха-театре. Моя вторая колыбель после Тувинского театра. И все спектакли, репетиции Саха-театра для меня родные. Это классика, это, знаете, такая вот основ режиссуры. Я поздравляю всех своих коллег, всех своих друзей, соратников с этим замечательным праздником. Ну и я знаю, что вы приехали сюда с творческим тоже проектом. Не просто так. Сегодня у нас ожидался в студии Альберт Будачиевич Кувезин, известный якутским рокером как Алик Кувезин, да, неизменный гость Табыка, лидер группы Итха, ну, звезда мирового рока, можно так сказать. Вот, и вы приехали снимать о нем кино? Да, совершенно верно. Расскажите немножко об этом проекте вообще, что, как. Сюзанна, как режиссер. При поддержке Министерства культуры Республики Тыва, при Академии Хюмей, школы креативной индустрии, начался проект о замечательных людях Тувы, в том числе Альберт Будачевич, он юбиляр. В этом году в ноябре ему исполнится 60 лет. И как пилотный проект мы снимаем документальный фильм в честь нашего юбиляра. Мне кажется, это первая ласточка, которая улетела не на юга, а именно в этот прекрасный северный край. Потому что у Альберта Будачевича здесь, в Якутии, очень много друзей, как и у меня. И с большой радостью мы поддержали. Сайдана Семеновна сейчас расскажет поподробнее, как мы приехали сюда, как это было интересно. Она первый раз здесь, в Якутии. Конечно, мы с Аликом с удовольствием говорили, мечтали про Якутию. Столько друзей и столько возможности снять здесь интересные моменты, запечатлеть Карла Лазаревича, Степаниду Ильиничну Борисову, Антониду Николаевну Корякину, встретиться с группой Чолбон. То есть это такие большие возможности для нашего фильма собрать в одном фильме всех друзей, рокеров, якутского табыка, якутского рока, тувинского рока. В одном фильме, это такой формат роуд-муви, собрать друзей Альберта Будачевича. И это портрет поколения художников, артистов, режиссеров, музыкантов. Да? То есть, мне кажется, эта идея классная, благодаря нашему продюсеру Сайдане Семеновне Хертек, которая проектировала этот фильм. Сейчас, прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостям студии можно, позвонив по номеру 841 12 42 14 39, или отправить текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Сайдана,
Я хочу сказать, что, значит, не просто советник министра культуры, потому что все регалии произносить долго, руководитель школы креативных индустрий при Международной академии Хёмей. Да. Правильно произнесла? Хёмей. Совершенно верно, да. Вот, расскажите немножко вот про академию, да, какое, ну, как так вышло, что именно академия стала инициатором, да, я так понимаю, этого проекта? У нас не то что академия, это Академия Хюмей, Международная академия Хюмей, это научное учреждение по изучению тувинского горлового пения. Собственно, все горловики, что есть Хюмей, исполнители Хюмея, тувинского горлового пения, идет сбор информации, изучение, собственно, тувинского горлового пения в нашей академии. И есть, 3 года назад по федеральной программе, придумано в России, при Академии Хюмей, так как имеет дополнительную лицензию на дополнительное образование, мы открыли школу креативных индустрий, где мы занимаемся таким продакшн деятельностью. Ну, собственно, обучаем детей от 12 до 17 лет. Кстати, у вас в Якутске есть целых 2 школы креативных индустрий. Это при художественном училище и культуре, при колледже культуры и искусства. Я встречалась со своими коллегами, мы обменялись опытом. Очень интересно, показывали мне свои проекты дети. То есть, где бы я ни была, в разных командировках я всегда стараюсь посещать, увидеться со своими коллегами по школам креативных индустрий. Ну и здесь, конечно же, мы имеем базы, да, фото-видео, где звукорежиссура, собственно, делаем фильмы, вообще снимаем игровые полнометражные фильмы с участием, вернее, привлекаем туда детей наших. Ну и здесь возникла идея о том, что вот в этом году Альберту Будачичу Кувезину, он народный артист Республики Тыва, так или иначе связан с тувинским горловым пением. Его творчество очень, в прямом смысле, он тувинское горловое пение показал через призму рок-музыки по мировым сценам, можно сказать. И человек, пропагандирующий, привлекающий Туву, туристов, музыкантов вот своим необычным творчеством, смесью тувинского народного горлового пения и рок-музыки. Мы, вообще, вот наша республика, мы очень трепетно относимся к своим тувинским горловикам и к юбилярам, особенно к 60-летним юбилярам. Есть, мы делаем определенные проекты. Вы знаете, у нас знаменитый Конгарол Борисович Андар. Мы делали, это был другой грант, и это делали другие люди. Тоже документальный фильм «Кунгурту». То есть мы стараемся запечатлеть такие моменты, но здесь наш герой, он необычный. Здесь, если предыдущие фильмы снимались только на территории Тувы, а здесь он объединяет такую и национальные республики в территориальном масштабе. Ведь когда мы брали интервью у знаковых личностей культуры и искусства Якутии, всегда рассказывали такие вещи, что много лет назад, когда начинали Табык фестиваль, и впервые, когда услышали Альберта Кувезина, но это было таким, можно сказать, отправной точкой того, что, чтобы развить здесь такого
такое же направление, как этно, да, смесь якутского фольклора с элементами Но это было тувинского. не совсем отправной точкой. На самом деле, когда Едха и Хункурту, по-моему, в первый раз приехали на Табык, у нас уже да, то есть такая большое движение, которое потом пошло очень стремительно развиваться не только в наших национальных республиках, но и это вышло уже на уровень World Music. Но на уровень World Music, кстати, вот это вот было всегда в предметах моих бесед с Кувезиным, да, это всегда было предметом нашей зависти. Почему вот именно у тувинцев получилось, что и Сейнхо, и Едху и так далее знают, вот, и почему почему нашим группам тогда не получилось. Вот. Ну, много тому причин. Может быть, географическая еще большая удаленность, хотя я знаю, что в Туве тоже сетуют на географическую удаленность из-за того, что железная дорога у вас заморозилась же, да, из-за ковида? Ну, идут попытки, попытки воссоздать вот этот проект. Конечно же, это непросто, да, это в такой труднодоступный регион делать такие масштабные проекты, это непростое дело. А география вот вашего фильма сейчас получается, ну, Тыва, разумеется, Якутия. Тыва, Иркутск, это вот сибирские регионы, да, Тыва, Иркутск, Якутия, то есть мы начали, Хакасия, мы начали с севера на юг, в Туву. То, что есть у него такой альбом, как Тува-рок, там еще про сибирский рок поется, то есть как будто концептуально тоже скорее оно связано непосредственно с его музыкальным творчеством. Вот география съемок нашего фильма. Енисей рок, по-моему, даже. Енисей панк. Енисей панк. Вот Дунгалдай, вот сингл Дунгалдай попал, вернее, использовали в качестве саундтрека трейлера iPhone 15, если вы помните, из альбома «Енисей панк». Наверное, если бы не специальная военная операция и обострение международной обстановки, еще и Лондон попал бы в эту географию, потому что у них там была звукозаписывающая студия, насколько я помню. Вообще есть такое мнение, что Лондон признал из всех российских рокеров только группу Едха. А что понимается под креативными индустриями в контексте Республики Тыва? Потому что, ну вот у нас в Якутии мы под креативными индустриями имеем прежде всего в виду кино, анимацию, геймдев. Вот, у вас школа при Академии горлового пения, какие направления в школе? Ну, по большому счету, все то же самое, что и здесь. А при Академии Хумей, конечно же, мы наше наследие наших предков будем оцифровывать, записывать, перезаписывать. То есть это в первую очередь была школа создана с целью перенести, перенять вот тот богатый архивные материалы, перевести на цифровой контент. Ну, здесь у вас очень развито, да, понимание креативных индустрий. У нас в республике, вот помимо нас, школы креативных индустрий, недавно создан Центр креативных индустрий при Министерстве экономики, который, кстати, сейчас возглавил наш бывший педагог студии фото-видеопроизводства, известный режиссер в нашей республике Ролан Оржак. Ну, будем работать. Как таково мне очень как бы понравилось то, что у вас здесь есть школа креативных индустрий, есть у вас здесь колледж креативных индустрий. И вот при официальной встрече с ректором АГИКИ мне рассказывали, что в дальнейшем этот вуз станет еще и университетом культуры, искусства и креативных индустрий. То есть все идет к этому. Это вообще для нас, для нашей республики такая надежда того, что вот мы нашли, где дальше вот своих детей обучать, куда их направлять. А у вас
по якутской методике, как здесь у вас развито брендирование, да, свое национальное, чорон, серьги. Вот этому у вас надо учиться, конечно. Сюзан, вот вопрос как к режиссеру, потому что, ну, я знаю, что ты театральный режиссер, прежде всего, по образованию, я знаю, что ты снимала кино в якутский период свой, покидая благоухающую гавань, вместе с Марианной Скрибыкиной, которая сейчас сама режиссером стала. Вот она была продюсером уже, да, сейчас она сама режиссер, очень успешный фильм «Карина» был снят про Карину Чикитову, девочку, которая потерялась в тайге, да, и выжила. Вот, ну, реальная история. Вот, и очень хороший фильм, где Марианна выступила не только продюсером, но и режиссером. Вот. И я знаю, что ты и с якутскими киношниками дружишь. Ты вот следишь за якутским кинематографом оттуда? Да, непременно. Я радуюсь за своих ребят, за своих друзей. И сегодня мне посчастливилось попасть на 9:20 на сеанс моего однокурсника Владимира Мункуева на фильм «И кончится лето». Кто не смотрел этот фильм, я рекомендую. Я потрясена. Сильная режиссура. Это фильм не только про Якутию, про человека, да, это фильм про жизнь в России. И я рыдала весь фильм, я испытала катарсис. Конечно, с утра такие фильмы не смотрят. Название такое обнадеживающее, но с утра я испытала действительно потрясение. Мне фильм очень понравился. Я рада за Володю и за Сему Аманатова, за Михаила Лукачевского, за Евгению Бордонскую, за Юру Бережнева, за всех моих коллег, которые творят такие прекрасные фильмы, за Костю Данилова. Я встречаю своих друзей, и они не останавливаются, они творят. Каждый за Марианну Скрибыкину, да, то есть у всех новые фильмы, новые проекты, удачи, успехи. И мне кажется, вот эта вот киноиндустрия в Якутии, она действительно как идеальный показатель того, что здесь заложена не только такая хорошая профессиональная школа операторов и режиссеров, но в первую очередь это вот интеллектуальность каждого участника всех проектов и фильмов. То есть с кем я не общалась бы, я вижу интеллектуала. Саха — человек, да, якут, он сам по себе, он интеллигентный, умный, образованный, интеллектуальный. И человек, Саха, да, он любит свою родину. И вот этот культурный код, это генная память к традициям, к корням своим, да, и гордость к принадлежности Саха зашкаливает, да, это такая любовь к жизни, да, любовь, вот, потому что вы живете на севере, и это любовь к жизни, любовь к человеку, доброта через фильмы, да, через спектакли и через отношения друг к другу. Это даже хлебосольность. Мы приезжаем к друзьям, да, вот, это широта души. И это везде. Это не только в фильмах, это не только вот, в культуре, да, а просто даже в обращении. Вот я на улице встречаю людей и спрашиваю, как пройти. Город стал большим, я уже не знаю, как дойти, допустим, через вот эти вот все высоты, красивые дома. И спрашиваю, и вот эта вот теплота, нежность, да, к приезжему человеку, это все транслируется через глаза, через слова, через доброту. Поэтому я всем своим друзьям, коллегам, соратникам просто восхищаюсь и преклоняюсь. Светлана, вы так киваете, вот ваш первый приезд в Якутию, ну, что-то, вот какие первые впечатления, что, обычно же говорят, что с первого взгляда, да, что-то самое главное выхватывается, да, вот что главное, ну, что самое вы успели выхватить? Но вот то, что, конечно, Сюзанна порекомендовала приехать сюда
начать съемки с Якутии, согласовали с Альбертом Будычичем. Это на самом деле очень даст много нашему фильму, поскольку я здесь первый раз. И, конечно же, первый же день мы попали в Высшую школу музыки, где, собственно, я сама музыкант и мечтала вот, побывать в Якутии, именно в Высшей школе музыки. Вот такой же, вот, как вот, восхищаюсь системой воспитания кадров, исполнительских искусств. И то, что там сделано и 30 лет назад, да, все это начиналось сегодня. Вот самые такое активно рабочие специалисты, они как раз-таки были воспитаны 30 лет назад. Да. Это уже дало плоды, что Высшая школа музыки выпускники Высшей школы музыки пополнили ряды 3 оркестров. То есть на базе, вернее, на выпускниках этой школы созданы 3 большие симфонические оркестры. Вообще, то, что вот я разговаривала с руководителями, со специалистами, когда у руководителей есть верное понимание миссии того, что они делают, это повсюду, это развивается, и это видно, уже отражается на молодых. То, что молодежь, как оно, вот действительно, они очень культурные, как они себя позиционируют, это совершенно какое-то новое поколение, несмотря на то, что это молодежь. Мне очень понравилось вот, понимание того же, да, вот, тех людей, массы, которые воспитывают кадры. Вот мне кажется, секрет того, что в будущем еще будет больше вот, населения, да, Якутии, вообще люди Якутии, как себя чувствуют, себя идентифицируют. Это все, это очень верная такая политика, заложенная политика, чему, собственно, я прямо восхищена вашими руководителями. Ну, это вот вы буквально повторяете мысль. На прошлой неделе вот на вашем же месте сидел Петр Лунстрем, и он сказал: патриотизм в профессионализме. Да, да, абсолютно верно. Патриотизм в профессионализме. Кстати, с Петром Лунстремом мы знакомы, мы друзья. Я случайно узнала, что он здесь, как раз-таки при посещении школы, Высшей школы музыки. Директор школы Надежда Михайловна сказала, что вот вчера был целый день мастер-класс с Петром Лунстремом. Чему я была очень приятно удивлена. Тут же ему написала, и он оказался здесь. Нам удалось встретиться, и они в рамках молодежного юбилейного фестиваля «Муз-Устар» проводили форум патриотический. И мне удалось с ним пообщаться. Это большой патриот, большой профессионал своего дела. И, кстати, в Туве мы с Петром Лунстремом тоже реализовали проект очень интересный, тоже с детьми, провели творческие лаборатории Леонида Лунстрема 3 года подряд при республиканской школе-интернате искусств, школе искусств-интернате имени Ростислава Кинденбиля, такой комплексной школе, где отбираются и обучают талантливых детей со всей республики. Это школа, в котором с 1 по 9 класс обучают детей, но мы выпускников уже выдаем в колледже или дальше у нас тесное сотрудничество с Красноярском, с Новосибирском. Вот в плане, опять-таки, профессиональной профориентации именно струнников Петр Лунстрем и его творческая лаборатория сыграла очень большую роль. А вы музыкант, классический музыкант, да? Я музыковед по образованию. Ну и композитор немножко. Ну, нет, я сочиняла музыку, но в связи с тем, что много лет занималась
вернее, работала в госслужбе, но, понятно, из-за нехватки времени особо как сочинять музыку, это же тоже нужно иметь определенный настрой. Ну вот, кстати, такой вопрос, да, потому что горловое пение, оно в принципе есть практически у всех сибирских народов. Да, в том конечно. или ином виде, Да, 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 и, да. и у нас есть, и у вас, но только тувинцам удалось из него сделать такой бренд, что приезжают специально за горловым пением учиться именно в ТВУ. Как вот это так получилось? Это была такая прямо политика, государственная политика республики? Что это? Ну, Как так сложилось? Очень, да, вот как бы такой вопрос. С одной стороны, это наши, опять-таки, Альберт Будачевич Кувезин, его Ядха, Конгарол Борис, Конгарол Андар, Кунгурту. Это гастроли наших тувинских горловиков, которые, минуя, так сказать, первые гастроли российские города, они попали сразу в Америку. Ну, попали они сразу на такие, так сказать, очень популярные платформы, где, откуда вот получили, скажем так, распространение по таким каналам, где люди узнавали, нет, вернее, ознакомливались с таким необычным феноменом, как горловое пение. Ну, конечно же, государственная политика. Она началась в связи с началом перестройки. В 1991 году был создан по поручению правительства Республики Тыва научно-исследовательский центр КУМЕЙ по изучению тувинского горлового пения. Все поняли, что на уровне государства было понятно, что вот это уникальное наследие, уникальное культурное достояние нашего народа нужно сохранять, нужны комплекс мер, чтобы все это сохранить, развить и так далее. Ну и, конечно же, создание позже, открытие, вернее, при музыкальном училище отделения национальных инструментов, где как дополнительный факультатив преподается до сих пор тувинское горловое пение. Кстати, вот в этом году, с этого года, с прошлого учебного года, 2024-2025 года, при колледже мы теперь точно, легитимно, абсолютно легитимно открыли специализацию как артист горлового пения. То есть, если раньше это преподавалось как дополнительный факультатив к специальности народные инструменты, национальные инструменты народов России, есть такая специализация. А сейчас специализации сольное пение, где есть подвиды, народное сольное, да, туда как подвид включен официально получена классификация горлового пения. То есть мы теперь имеем, наши студенты при выходе из колледжа, у них есть в дипломе прям артист-горловик. То есть это тоже такая целенаправленная государственная работа. Ну и, конечно же, поддержка, постоянное проведение смотров, фестивалей, форумов по популяризации сопутствующих горловому пению видов народного творчества, ну и, собственно, тувинское горловое пение. В 2015 году по инициативе главы республики учредили такой большой фестиваль, конкурс «Хумей в Центре Азии», где в качестве приза там 500 тысяч рублей для гран-при. То есть ранее такого масштаба призовой фонд ни один, ну, творческий конкурс, такого конкурса не было.
И мы на уровне культурной политики все-таки стараемся, чтобы в самой республике поддерживать и развивать. Понятно. Тут вопрос, знаете, еще в чем, что все-таки Хунхурту, Едха, это же все-таки не в чистом виде фольклор, да, не в чистом виде вот прямо такое традиционное. Это же все равно на стыке там рока, чего-то. Вот сочетание, насколько уместны вот эти вот, насколько должна быть пропорция сочетание традиционного с современностью, да, вот это, наверное... нету таких критериев. Скажу, что да. Вы мне не дали сформулировать вопрос, на самом деле это была такая длинная подводка. Вопрос к Сюзанне. Вот ты же тоже наверняка в своих постановках, там что-то используешь, элементы национальные, музыки. Музыки, культуры. Конечно, да, обязательно. Ведь, допустим, мы Шекспира можем ставить чисто в пространстве Шекспира, в костюмах Шекспира. Но это немного, знаете, смотрится, наверное, сейчас смешно. Мы должны быть все-таки близки к национальности, к своим традициям, поэтому элементы тувинского костюма, да, или же какие-то тувинские традиции свободно микшируем в спектаклях классических. То есть не обязательно придерживаться классической формы, как написано, допустим, в материале, в сценарии, в пьесе, да, мы добавляем и национальную музыку, и фольклор. Но что касается горлового тувинского пения, знаете, почему вы задаетесь вопросом, почему у других национальностей, несмотря на то, что есть горловое пение, не получается достигнуть того уровня, того признания, масштаба. Лично я, как режиссер, считаю, что здесь секрет заложен в том, что действительно, все ансамбли тувинские, которые исполняют хюме и каргара, они используют фольклор. А фольклор – это мышление тувинца, это та боль, да, песни, та романтика, да, это вот из поколения в поколение передаются эти слова, эти мысли, эти стихи. То есть они не специально придумываются, вот садится писатель или поэт, стихи, да, музыку как-то придумывает. Нет, эти песни же, они приходят оттуда, из прошлого. Эти все песни, они передаются из поколения в поколение. Это те песни, которые висят вот именно в Туве, в воздухе, в степи, в тайге. То есть все-таки живая традиция? Да, живая традиция, она сохраняется. И поэтому даже несмотря на то, что японцы к нам приезжают, китайцы к нам приезжают, да, и они учат горловое пение, алтайцы, у них есть свой кай, но они изучают, уезжают, и не получается та мелодия, потому что вот эта боль народа, либо вот эта любовь народа, да, сила, вот этот дух степной, он передается вот именно вот через конкретный язык, а язык он тувинский. Кстати, вот как вы поддерживаете, сохраняете, развиваете язык? У нас есть специальная стратегия по сохранению и развитию тувинского языка на уровне республики, определенный план мероприятий, в котором вот это вот у нас вообще на государственном уровне вопрос поставлен, чему, собственно, все учреждения культуры, научные, в общем, мы все дружно, конечно же, при разработке вот разной отрасли тоже делали аналитику, все мы, как сказать, над сохранением своего тувинского языка на всех уровнях работаем, делаем с помощью новых технологий в детских садах, в школах, в учреждениях культуры.
мы то есть имеем, целенаправленная целенаправленно у нас есть политика. комплексный план. И, конечно же, в первую очередь учреждения культуры, в том числе и театр, да, как учреждение, со сцены которого звучит тувинская речь. Спектакли у нас ставятся исключительно на тувинском языке с переводом. У нас есть теперь, мы сделали в связи с последней такой масштабной постановкой, первым мюзиклом, тувинским мюзиклом, такие титры для перевода. Субтитры для перевода. То есть, в принципе, работа ведется, но, конечно, есть над чем работать. Спасибо вам большое. Нам всего эфирного времени не хватит. Уже, к сожалению, оно вышло. Я вас благодарю за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Ну и думаю, что у зрителей, во всяком случае, они поняли, что еще больше общего нашли между ТВ и Якутией. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.